Уйгар, не делай, прошу. Я сильно люблю Али. Я влюблена в Али, почему ты не хочешь этого понять? Если заберешь Али, у меня перекроешь мне дыхание. Это ты не понимаешь меня. Я не могу дышать, Севда. Не могу дышать. Ты не видишь, в каком состоянии я без тебя. Я тебя сильно люблю, не понимаешь? Как ты можешь меня любить, когда мое сердце принадлежит другому? Когда я так сильно тебя ненавижу? Если бы ты испытала настоящую любовь, ты бы меня поняла. Если весь мир проклянет меня, я опять же не откажусь от своей любви. Ты бредишь. Ты потерял голову. Я потерял голову из-за тебя, Севда. Я даю время тебе до завтрашнего обеда. Ты бросишь Али и придешь ко мне. Выйдешь замуж за меня. Али, спрошу кое-что, это забыл. Спасибо. Куда ты идешь? Севда! Если я тебя убью, то ты никому ничего не расскажешь. Не испытывай мое терпение. Говори давай. Что с тобой происходит? Ты в порядке? Возьми это, выпей. Что происходит? Джан даст тебе адрес, где встретится Али с дядей. Информация, что знает этот человек, очень важна. Что бы ни было, он умрет перед тем, как скажет. Постарайся отравить. Пусть думают, что сердечный приступ. Если что-то пойдет не так, застрели его. Ты в порядке? В порядке, в порядке. Что происходит? Приди в себя. Господин, вы в порядке? Вызовите доктора, позвоните в скорую. Меня отравили. Что бы я ни сказал. Кто твой брат? Кто? Кто отравил тебя? Али. Говори, где мой брат? Кто он? Открой глаза. Открой. Скорую. Пилот. Вызовите скорую. Вызовите скорую. Пилот. Братец. Скорую вызовите. Я звоню. Постой. Пуля в области селезенки. Отнесем Нужно домой. поехать в больницу. В больницу нельзя. Сделаем все, что нужно дома. Нет, он потерял много крови. В больницу. Я сказал, что в больницу нельзя. Мы все еще в розыске. Пилот сильный, он выдержит. Все, что нужно, мы сделаем дома. Отнесем домой, помогите. Хорошо. Я еду. Меня вызывают сверху. Ты вызови людей, и все здесь уничтожь. Как прикажешь, брат. Люди и так ждут. Хорошо. Покажи пилоту, чтобы все видели, что бывает за моего брата.
Ты не сделаешь этого. Не приближайся. Мерзкий тип. Давай. Стреляй. Чего ждешь? Стреляй. Но не думай, что моя смерть приблизит тебя к Али. Ты станешь убийцей. Сядешь в тюрьму. Скажем, что тебе все равно. Хорошо. А что будет? Думаешь, что избавишься от этой тайны? Ты будешь вынуждена убить и Сарпа? Не забывай. Тайны имеют 4 ноги, Севда. Быстро распространяются. Если я тебя не убью... то убью себя. Постой, постой, не делай этого. Давай, неси полотенце. Это дело тут не сделаешь. Ему нужно в больницу. Сказал вам, что нельзя, госпожа Дуйгу. Ты хочешь, чтобы он умер? Не понимаете, нас везде ищут. Чем сидеть в тюрьме, мой брат выберет смерть. Понимаете? Если не выдержит, то я пойду искать врача. Он не выдержит столько. Хорошо. Сзади у машины есть аптечка. Принеси ее мне. Дуйгу, Слушаю. ты в порядке? Я в порядке. Вытащу скоро пулю, хорошо? Хорошо. Не оставляй себя. Немного будет больно, но я вытащу, хорошо? Ты не сможешь сделать мне больно. Ради бога, скажи, где мой брат? Пульса нет. Включи дефибриллятор. Не нашли еще эту пулю, госпожа Дуйгу? Она намного глубже, чем я думала. И много крови потерял. И сил у него толком нет. Можешь отойти немного? Рана не должна получать микробов. Мой брат не откажется. Не проиграет. Все, кто внутри, умрет. Вы отомстите за Такаджи. Окружите дом и начинайте. Не делай. Не делай. Хорошо, опусти оружие. Раз ты умираешь от любви, то смотри. Смотри, ты убил меня, мерзкий тип. Стой, стой, не стреляй. Смотри. Если ты дернешь за курок, знаешь, что будет? Али опять же все узнает. Убьет твоего отца. Папа в могилу, а Али в тюрьму. А мама? Синан? Что будет с ними? Синан будет в погоне за Али, чтобы убить его. Если я немного помогу, то Синан убьет Али. Или Али убьет Синана. Ты не сможешь. Не сможешь этого сделать, не сможешь, не сможешь. Я ничего не делаю, Севда. Я лишь говорю тебе то, что будет, если ты дернешь за курок. Но если ты опять же хочешь покончить с собой, то убивай себя. Я на все уже согласен. А ты? А ты насколько согласна?
Если не придешь ко мне, то ты заставишь Али убить своего отца. Ты посадишь Али в тюрьму. Слава богу. Вытащила. Если пуля вышла, сразу нанесем шов. Ложись! Что происходит? Они вернулись. Если не закончим, он умрет от кровопотери. Вы продолжайте. Я их отвлеку. Потерпи еще немного. Потерпи немного. Их много. Их много. Ты один. Как справишься с ними? Госпожа Тукче? Что тут происходит? Ты кто такой? Али. Али. Дуйгу. Дуйгу. У тебя есть номер, Али? Зачем тебе? Попрошу помощи. В сумку. В сумке. Разряд. Мы потеряли больного. Мне жаль. Ты не можешь умереть. Ты не можешь умереть. Ничего не поделаешь, мне жаль. Слушаю, госпожа Дуйгу. Учитель Али. Это Тухче. Пилота застрелили. Состояние плохое. Все еще стреляют. Пожалуйста, помогите. Где вы сейчас? Сейчас же отправлю адрес. Хорошо, я еду. Думаешь, что избавишься от этой тайны? Ты придешь ко мне, выйдешь за меня замуж. Не забывай. Тайны быстро распространяются. Нет! 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 Нет!
Все. Все, я закончила. И пули у меня закончились. И что теперь будем делать? Идем. Они идут. Убьют нас. Убьют нас всех. Господи, помоги. Господи, помоги. Сломайте дверь. Ты еще не умер? Не делай. Постой, Дайгу. Оставь мне. Пожалуйста. Не вреди ему. Не переживай. Ты умрешь вместе с ним. Твоих сил хватает лишь на женщин? Что происходит? Али. Али пришел. Пилот. Пришел Али. Мы спаслись. Мы спаслись. Учитель Али, вы прямо вовремя. Спасибо, учитель Али. Как состояние? Я вытащила пулю, зашила рану, но... Нельзя так. Нужно везти в больницу. В больницу нельзя. Мы все еще в бегах. Больница значит тюрьма. Я в порядке. Я в порядке. Уйгар. Что такое? Откуда такое настроение? Завтра я воссоединяюсь со своей Севдой, Сарп. Что мне еще делать? Слушаю. Господин Сарп, дядя умер. В чем дело? Кто это? Дядя. И? Умер.
Как это он умер внезапно? Да оставьте. Хорошо получилось. Подох. Чего смотришь, Хайрие? Он не хотел, чтобы мы тут оставались, вспомни. Смотрел на нас так, будто мы попрошайки. Кёксал как смотрел, так смотрел. Так разве говорят о покойном? Я расстроился за брата Уйгара. Он потерял своего единственного родственника. Пусть покоится с миром. Самая большая расплата с людьми, которые убили его сына. Он закрыл все эти счета. Если бы не закрыл, я не знаю, что было бы с его клятвой. Али? Али? Как состояние? Я думала, что поднимется температура, но, слава богу, ее нет. Мне нужно ехать. Есть важное дело. Хюдаверди, подойди. Хорошо, учитель. Учитель, ты пошел искать брата, а вернулся с пилотом. Или брат-пилот твой брат? Нет, он брата Видата. Не так, Хюдаверди. Пилот начал войну против наркоторговцев, и у него появились враги. Знаешь, ведь Видат убил Такаджи, и это осталось на пилоте. Полиция сейчас его ищет. В итоге это случилось с ним, когда он пытался прийти к правде. Потому что ему нужно было помочь. Пусть пару дней останется здесь. Потом я улажу, хорошо? Учитель, ты организовал мне это место, но я один и так не останусь. Иногда сплю на террасе. Пусть останется, конечно же. Спасибо, Хюдаверди. И тебе спасибо, учитель. Сейчас же нужно привезти лекарство. Я схожу до аптеки, приду. Хорошо, я отвезу вас, госпожа Дуйгу. Я сама. Тухче, тебя тоже довезу до района. Нет, я останусь. Может, станет хуже, буду тут. Что будешь делать, если будет хуже? Хюдаверди и господин Видат тут. Они займутся. Давай, мы пойдем. Я и так вернусь сразу. Она права, госпожа Тукче. И вас таскаем туда-сюда, но не обижайтесь. Доброй ночи. И это пережили, брат. Потерпи. Еще немного. Брат Видат, как брат-пилот, в порядке? В порядке. В порядке, и будет еще лучше. Дай телефон, Хюдаверди. Пожалуйста. Алло, это Видат. Отправляю адрес, организуйте нам безопасность. Не привлекайте внимания. Ты был единственным человеком в этом мире, который меня любил.
Был мамой и папой. Был всем для меня. Я думал, что ты никогда не умрешь. Как-нибудь спасешься. Я очень доверял тебе. Но ты тут лежишь без души. Я без тебя. Один. Как я буду стоять на ногах, дядя? Не смогу. Почему умер дядя? Говори. Сердечный приступ. Но наш врач говорит, что он мог выпить то, что поспособствовало приступу. Убили. Убили дядю. Господин Али пришел в дверях. Он узнал, что мы убили сами? Будь это так, он бы не просил разрешения войти внутрь. Зови его. Куртбей ждет вас. Что такое, Али, в такой час? Сами умер. Как? Говорили. Умер, не сказав мне то, что хотел. Какая причина смерти? Я не знаю. Я расследую. Но думаю, что есть причина. Что ты хочешь сказать? Сами перед смертью чуть не сказал мне, кто мой брат и где он находится. Господи, откуда он знает, что у тебя есть брат? Я не знаю. Я знаю лишь то, что как бы я ни приблизился к брату, скрытые руки строят стену, Куртбей. Я чувствую, как тень рядом со мной. Тот, кто знает все мои методы. Хорошо, расследуем смерть сами. Ты ради этого пришел сюда? Я за 20 лет понял, что нет смысла ждать твоей помощи. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать следующее. Ты видишь все, что происходит в темноте. Наблюдаешь. Но когда речь идет о моем брате, ты становишься слепым. Я сам найду своего брата. Я пришел сюда ради пилота. Пилот? Да, он все еще в бегах. Более того, он ранен.
И все это случилось из-за того, что он открыл войну против наркотиков. Ты никак не сможешь вытащить его из этого дела. Почему ты переживаешь за него? Пусть понесет свое наказание. Я сказал причину. Хорошо, хорошо. Я постараюсь решить. Спасибо. Эти братья притягиваются друг к другу, словно магниты. Отвезла бы до дома. Дойдешь пешком. Пилоту срочно нужны лекарства. А ты сильно переживаешь за пилота. Что ты хочешь сказать? Все случилось из-за тебя. Ты тоже знаешь это. Что ты говоришь? Дуйгу? Где ты была, дочка? Почему не отвечаешь на звонки? Хочешь свести меня с ума? Мама, телефон был на бесшумном режиме, я не услышала. О чем ты говорила с этой девушкой? Ни о чем. О чем я должна говорить? Просто пересеклись, поздоровались. Дуйго, и правда, где ты была? Папа, я была на дне рождения подруги. А еще один человек пошутил, и девушку начала тошнить. Я приехала в аптеку за лекарством. Не буду ездить туда-сюда, мама, останусь сегодня там. Минутку. Ты внезапно ушла из аптеки, сказав, что у тебя дела, а сама поехала на день рождения подруги. Почему не сообщила, и к тому же, кто эта подруга? Ты не знаешь, мама, откуда ты ее можешь знать? Вы идите, я закрою аптеку. Дуйго, ты правда в порядке? Я в порядке, папа в порядке, не видишь? Ты пилот? Есть новости о господине пилоте, Дуйгу? Господин пилот? Господин пилот отправился в путешествие. Я тоже не знаю точно, мама. Возьму лекарство, пойду. Давайте, до встречи. Севда? Севда? Ты в порядке? В чем дело? Где ты была, Ли? Севда, хочешь поговорить? Я хочу побыть одна. Хорошо, ладно. Послушай, извини. Я вышел ради вопроса, связанного с моим братом. Я должен был найти его. Это было очень важно. Я впервые настолько приблизился к нему. Хорошо. Я прошу прощения за все, что разбила, раскидала. Но я хочу немного побыть одна, пожалуйста. Хорошо. Тебе уже лучше? Нет проблем. Это самое главное.
Пилота держат в безопасном месте. Дом окружен людьми. Пилот и так ранен. Не может выйти. Мы знаем слабость пилота, которая приведет его к нам, когда он встанет на ноги. Используем дугу и заманим пилота в засаду. Закончим завтра свою недоделанную работу. Я в раю? Нет. Конечно, я не думаю, что такими темпами ты попадешь в рай. Любое место, где есть ты, для меня рай. Постойте, господин пилот. Вы только очнулись. У тебя будет очень много времени для этих слов. Конечно. Если я позволю. Как я пришел сюда? Не помнишь? На то место снова напали. Я им... Что сделаешь? Учитель Али спас нас. А потом привез сюда. Он снял это место для Хюдаверди. Хюдаверди иногда живет здесь, но... Ну ладно. Ты, главное, встань на ноги. Мы потом все детально обсудим. Мне о многом нужно спросить тебя. А сейчас выпей это лекарство на голодный желудок. После выпьешь еще кучу лекарств. Из твоих рук я даже яд выпью. Если так продолжишь, то однажды и это будет. Не переживай. Я принесу твою еду, ты подожди. Потом я пойду в аптеку. Хюдаверди, что там с едой? Да забудь ты про еду. Севда? Севда. Севда. Хорошо. Успокойся, ничего не случилось. Ты так уснула? Почему не разложила диван? Тебе уже лучше? Хорошо. Идем, завтрак готов. Идем, я жду. Если ты не придешь ко мне, то из-за тебя Али убьет твоего отца. И из-за тебя Али попадет в тюрьму. Доброе утро. Ты прибрался в гостиной. Извини за вчерашнее. Ничего страшного. Забудь. Посмотри, что я приготовил для тебя.
Что думаешь о нашей свадьбе? Думаю, что не нужно тянуть. Люди и так думают, что мы женаты. Даже свадьбу нам сыграли. Устроим официальную регистрацию брака. Сходим сегодня и распишемся. Али, Хорошо. Если хочешь еще раз устроить свадьбу, то и это сделаем. Как-нибудь объясним все людям. Но сначала проведем регистрацию. Просто церемонию регистрации. А может, в парке устроим? Если тебе там понравилось, то устроим в парке. Но, конечно же, в этот раз по-настоящему. Али, Хорошо. Пусть будет свадебный зал. Али, я хочу расстаться. Что ты говоришь, Севда? Это шутка? Что значит расстаться? Это не шутка. Я правда хочу расстаться. Что ты говоришь, Севда? Еще вчера ты говорила, что любишь меня. А сейчас говоришь, что хочешь расстаться. Что это? Шутка? Послушай. Мы не можем быть вместе. И почему это? Разве ты не убил убить своего сына? При чем тут это? Убил или нет? Убил Севда, да. Они заслужили это. Я их убил. Ладно. А если это случится сегодня? Ты сделаешь то же самое, да? Боже, пусть скажет нет. Да, сделаю. Можешь прямо объяснить, что ты хочешь мне сказать. Ну вот. Вот поэтому мы не можем быть вместе. Твой мир основывается на крови, мести и ссоре. Я ведь не смогу дышать в твоем мире. Севда, ты знала меня? Знала мое прошлое. Но сказала, что любишь меня. Что сейчас изменилось? Видимо, любви недостаточно. Я много думала вчера, пока тебя не было, Али. У меня было просто детское чувство. Просто желание, интерес. Опасный интерес. Я думала, что смогу дышать в твоем мире. Но я ошиблась. Послушай, я понял. Если ты говоришь про вчерашний вечер, то насчет моего брата... Это не имеет никакого отношения ко вчерашнему вечеру. Ты не видишь. Я правда думала, что смогу быть счастлива с тобой. У нас разные пути, Али. Я думала, что наши пути пересекутся. Я прошу прощения за то, что заставила тебя испытать, прожить. И спасибо за все, что я испытала, прожила. Береги себя, Али. Счастливо. Севда. Севда. Севда, постой, Севда. Постой. Можешь рассказать мне, что происходит?
Твои слова не могут быть правдой. В них сложно поверить. Послушай, я знаю, это трудно принять. Но это так. Мы жили во сне, Али. В очень хорошем сне. Но закончилось. Закончилось. Счастливо. Брат-пилот. Да, Хюдверди. Ты в порядке? В порядке. В порядке, но... Где Ведат? Брат Ведат вышел. У него дела, но он придет. Что ты здесь делаешь, парень? Почему не ходишь за Эзги? Я сказал брату Ведату. Он покажет мне другую Эзги. Эзги, которую я люблю и любит меня. Ничего такого, парень. Мы с ней даже нормально не разговаривали. Разве человек любит того, кого не знает? То есть не любит? Конечно, не любит, парень. У тебя неправильная тактика. Неправильная тактика? Конечно, неправильная тактика. Ты же ходишь за ней. Она убегает. Ты уйди немного в сторону. Пусть она знает тебе цену. Но я люблю ее, брат-пилот. Человек находится рядом с тем, кого любит. Парень, поэтому ты и проигрываешь. Уйди немного в сторону. Пусть знает тебе цену. Понял. Буду любить Эзги на расстоянии. Она даже не узнает. Вот так. Я пойду полюблю немного Эзги на расстоянии. Ведат, где ты был, парень? Ну что сделали? Смогли найти того, кто устроил засаду? Нашли в итоге. И кто он? Брат Такаджи. Его зовут Мерт. Значит, скучает по брату. Парень, сделайте все, что угодно, но найдите его. Я так его порежу на кусочки, Ведат. Так, что даже мать, которая родила его, не узнает. Даже мать не узнает. Хорошо, хорошо, мы ищем, пилот. Успокойся немного. Возьми, выпей воды. Нам нужно пойти в безопасное место. Мы поедем домой, Севда придет. Не делай так, Уйгар. Они погубили такого человека, как твой дядя. Они не позволят сделать ни шагу. Эти дела изменились, Сарп. Это моя последняя потеря. Отныне я всегда буду выигрывать. Как думаешь, остановить Али? Это сделает Севда. Он увидит такую измену, что даже дышать не сможет. Я пришла сюда не потому, что боюсь умереть, Али. Я пришла, потому что люблю тебя.
Али, спасибо, что позволил мне пожить в мире, где нет никого, кроме тебя. Asıl ben sana. Beni bulduğun için teşekkür ederim. Ты в порядке? Нет. Нет, совсем нет. Что случилось? Али. Что случилось, Али? Что-то случилось? Мы расстались. Мы расстались. Почему? Ты говорила, что Али очень любит тебя. Конечно, любит. Любит. Тогда в чем проблема? Конечно, если хочешь рассказать. Нечего рассказывать. Мне нужно было отказаться от Али ради него же. И я отказалась. Это все? Держи. Хюдаверди? О, Эзги. Затем, кто убегает, гонится. Беги, Хюдаверди. Хюдаверди, что происходит? Почему ты убегаешь от меня? И правда, бежит. Но очень красиво бежит. Может сделать так, чтобы поймала? Нет, нет, брат-пилот сказал, что затем, кто убегает, гонится. Хюдаверди! Что происходит? Почему убегает? Пилот? Ты в порядке? В порядке. Слава богу, в порядке. Я переживала за тебя после вчерашнего вечера. Я в порядке. Не переживай. Послушай, Тукче, я попрошу тебя кое о чем. Конечно. Послушай, ты смелая девушка. Бесстрашная, приятная, красивая. Я ведь ночевал тогда ночью у тебя. Ты это немного неправильно поняла. Хорошо. Не нужно подводить к этой теме. Можешь сказать прямо все, что хочешь. Ты знаешь, что я люблю Дуйгу. Когда Дуйгу узнала, что я ночевал у тебя, возникла небольшая проблема. А сейчас ты сможешь подойти к ней и сказать, что между нами ничего не было. Это будет очень хорошо для меня.
Хорошо. Как хочешь. До встречи. Спасибо. Брат-пилот. Случилось так, как ты говорил. Я убегал, а Эзги бежала за мной, но не смогла догнать. Молодец, парень. Молодец. Так и продолжай. Только смотри, чтобы она не поймала тебя. Не смотри, что я такой. Я очень быстро бегаю. В начальных классах я бегал быстрее всех. Хорошо. Тогда беги, принеси мне мой чай. Посмотрим, как быстро ты бегаешь. Хорошо. Пусть больше не повторится. Спасибо, всего хорошего. Легкой работы, мама. Добро пожаловать. Дуйгу, я вот думаю, если ты не можешь здесь работать, то давай закроем, дочка. Потому что я больше тебя нахожусь в аптеке. Мама, я просто встретила знакомую по дороге сюда, поговорили немного. А ты сразу же готова нападать, словно у тебя есть дела. Вот как? Конечно, у нас нет дел. Только у тебя дела есть, да? А у нас совсем нет дел, дочка, потому что мы собираем груши. Ну ладно, я ухожу. Увидимся, мама. Дуйгу. Привет. Чем могу помочь? Я хочу немного поговорить с тобой. Да? Я слушаю. Между мной и пилотом немного другая ситуация, не такая, как ты думаешь. Да, я буду рада, если ты перейдешь к сути дела. Я встретила пилота в трудный момент. Он помог мне. Это все. То есть между нами ничего нет. Да, и он любит тебя. Я знаю это. Тебе не нужно было говорить. Но все равно спасибо, что пришла и объяснила. Хорошего дня. Хорошего дня. Посмотрим, кого в итоге выберет пилот. Кексал, мы не смогли пойти на похороны дяди господина Уйгара. Разве не слишком некрасиво? Он же не захотел, Хария. Даже церемонию похорон не устроили, сразу закопали. Где Севда? Она пришла сюда? Севда, разве не с тобой? Что случилось? С Севдой что-то случилось? Ничего не случилось. Ее здесь нет. Мы не видели ее со вчерашнего дня. В чем дело? Хорошо, я понял. Али, моя дочь в порядке? Кексал, что происходит? Что происходит? Что происходит, Кексал? Не знаю, Хария, не знаю. Ты уверен, что хочешь езжать домой? Если ты боишься Али, Сарп, не нужно уже бояться. Раненый в сердце становится безвредным. Езжай быстрее, Севда уже дома, наверное. Ты уверен? Что случилось? Нашли? Номер G? Погоди, ты не волнуйся сразу. Ты раненый, пилот. Есть другая ситуация. Какая? Полиция завершила поиски. Хорошо. Как это завершила? Откуда мне знать? Кто-то взял убийство Такаджи на себя. Дело на нас закрыто. Кто это сделал, сынок? Не знаю, пилот. Кто-то сверху нас защищает. Но кто это?
Кто-то защищает, кто-то стреляет и исчезает. В каком мы положении, Видат? Пилот, успокойся, ради бога, ты ранен. Ты, главное, встань на ноги. Мы совсем справимся, дай бог. Сынок, ну ранены. Добро пожаловать, невестка. Что еще за невестка? То есть... То есть... Будешь называть так ту женщину, у которой он остается дома. Не меня. Хорошо, невестка. То есть, госпожа Дуйгу. Терпение мне. Не обижайся на него. Не обижаюсь. Меня волнуют только твои проблемы. Их и так много. Ты права. Я и тебя утруждаю. Из-за меня ты пренебрегаешь аптекой. Лучше бы я пришел в перевязочную. Да, лучше бы ты пришел в перевязочную. Как ты собирался прийти в таком состоянии? Даже мой труп будет идти за тобой, Дуйгу. Когда ты встанешь на ноги, мы поговорим с тобой о твоей смерти и обо всем. О сочувствии в убийстве, перестрелке. Обо всем я с тебя спрошу. Не волнуйся. И все? Что все? Все, что с меня спросишь? Ты еще ждал? Нет, нет. Так очень хорошо. Даже слишком. Отлично. Я сделаю перевязку, пойду в аптеку. Давай, открой рану. Болит? Нет. У тебя очень легкая рука. На самом деле, те, кто получил от меня пощечины, говорят, что тяжелые. Ну да ладно. Я еще не получал. Надеюсь, не получишь. Здоровья твоим рукам. Спасибо. Пожалуйста. Господин Уйгар, вы знаете, где Севда? Она не пришла? Али пришел и спросил то же самое. Она должна была прийти сюда? Она придет, Кексал. Придет. Господин Уйгар, пожалуйста, скажите, что случилось? Я с ума сойду. Я свихнусь, Кексал. Что происходит? Что происходит? Я не понял, Хария. Ничего не понял в этом деле. Где Синан Кексал? Спросим у него, может, он знает, где Севда? Оставь, ради бога. Он вышел с утра, до сих пор его нет. Я хотел увидеться с Зейнеп. Я ее друг. Мне нужно с ней поговорить. Я войду? Отведите его в подвал. Какой подвал? Я всего лишь поговорить хотел. Какой подвал? Отпустите! Что случилось, господин Джан? Что за звук? Ничего. Я все улажу. Стойте, стойте! Я говорил, что тебе будет, если ты будешь кружиться возле моей дочери. Я увижусь с Зейнеп. Делай, что хочешь. Я увижусь с ней. Ты не понимаешь, не так ли? Послушай, парень.
Если я еще раз увижу тебя рядом с моей дочерью, я не только с тебя, но и со всей твоей семьи спрошу. Понял? Я не верю, что Зейнеп дочь такого человека, как ты. Бейте. Давите до тех пор, пока не придет в себя. Если повторит еще раз, он сам будет в ответе за это. Ты в порядке, дочка? В порядке. Мой друг в тяжелой ситуации, я расстраиваюсь за него, что не могу помочь. Вот и все. Она влюбилась. И когда все налаживалось, она узнала, что сына человека, в которого она влюблена, убил ее отец. Как это? Ну вот так. Я не знала, что ей сказать. Если бы вы были на моем месте, что бы вы сказали? Пусть Всевышний ей поможет. Очень тяжелая ситуация, правда. Но некоторые вещи превыше любви. Тем более, если была пролита кровь. Не знаю, считаю, что на ней невозможно построить счастье. Лучшее решение для вашей подруги убежать и забыть все, как по мне. Госпожа Тукче, Учитель Али? мы можем немного поговорить? Конечно. Что происходит? Я не поняла, что именно вас интересует, учитель? Я говорю о том, что когда вроде нет никаких проблем, Севда приняла решение расстаться. Что? Как это? Севда влюблена в тебя как сумасшедшая, как она рассталась с тобой. Не играй со мной, пожалуйста. Что, значит, Севда тебе ничего не сказала? Нет, не сказала. Послушай, если вы снова проворачиваете дела с Уйгаром, Нет. Нет, клянусь. говори мне правду, Тукче. Уйгар заставил Севду решиться на это. Нет, нет, клянусь, я не знаю. Учитель Али, я правда не собираюсь ничего от тебя скрывать с этого момента. Хорошо, я помогала Уйгару, но я думала, что только он сможет сделать Севду счастливой. Но я ошибалась по поводу тебя. После той ночи, когда ты нас спас, я больше не смогу сделать тебе плохо. Но поверь мне, я впервые слышу об этом от тебя. Я не знала, что вы расстались и что Севда ушла. Севда? Севда, доченька. Севда. Севда. Севда, где ты ходишь, дочка? Севда, что происходит? Что за чемодан, ради бога? Уйгар здесь? Он внутри. Ты пришла на похороны? Что за похороны? У господина Уйгара умер дядя, ты не знала? Севда, скажи хоть слово ради бога, доченька. Ты знаешь, почему умер мой дядя, Севда? Из-за моей бессмертной любви к тебе. При чем тут это? Али обо всем узнал. Он собрался меня убить. Мой дядя подставил себя, чтобы спасти меня. Его убили. Он стал жертвой моей любви к тебе. Послушай, Севда, я из-за любви к тебе похоронил дядю. Но моя любовь к тебе не уменьшилась. Ты можешь меня понять? Я никогда не пойму такой проклятой любви.
Я никогда не пойму любовь человека, который шантажирует меня тем, что мой отец убил сына Али, чтобы жениться на мне. Моего дядю убил Али. Со всеми связями дяди, сделав все возможное, я могу убить Али. Я не дам тебе тронуть Али. Я не трону Али. Я откажусь от своей мести, чтобы не расстраивать тебя. А сам Али, когда узнает твой секрет, думаешь, он сможет отказаться от своей мести, не убьет твоего отца? Я тебя настолько сильно люблю, Севда. Не расстраивай меня. Если я расстроюсь, расстроятся все. Я выйду за тебя замуж. Но мы ни за что не будем вместе. Твоя рука не прикоснется к моей руке. Хорошо. Я принимаю. Но и у меня будет условие. Какое? Твоя семья будет думать, что ты выходишь за меня по любви. Даже будут в этом уверены. Они думают, что я замужем за Али. Как я расскажу об этом? Как я заставлю их поверить в эту чушь? Признаешься, что твой брак с Али фальшивый, и хватит. Хорошо. Хорошо, пусть будет так. У меня еще одно условие. Я уважаемый бизнесмен. Не то, что наш брак. Все должно соответствовать. Никто не должен сомневаться в этом браке. Хорошо. Хорошо. Мы только что похоронили моего дядю. Сыграем свадьбу на неделе. И с семьей сядем и поговорим. Keklik gibi kanadımı süzmedim, murad alıp doya doya gezmedim. Bu kara yazıyı kendim yazmadım. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı. Gönüle sebebime. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı.
Geceleri uyku girmez gözüme, zalim yastık diken oldu yüzüme. Uyma dedim, uydun eller sözüne. Alnıma yazılmış bu kara yazı, kader böyleymiş, anlarım bazı. Gönüle sebebime. Alnıma yazılmış bu kara yazı, kader böyleymiş, anlarım bazı. Gönüle alnıma yazılmış bu kara yazı, kader böyleymiş, ağlarım bazı. Gönüle sebebime. Неделю спустя. Добро пожаловать, пилот. Спасибо. Сынок, уже неделя прошла. Вы все еще не нашли этого типа по имени Мёрт, Ведат? Он спрятался в какой-нибудь норе, пилот. Ты знаешь таких типов, пилот? Они как скорпионы. Прячутся под землю, потом ждут возможность, чтобы напасть. Как только мы его найдем, как найдем, я его же ядом убью, Ведат. Пилот вернулся в свое заведение. Сегодняшний день будет его последним днем в этом заведении. Я пойду к Дуйгу. Я осуществлю свой план. Приведу Дуйгу сюда. Она позвонит пилоту, и пилот мигом сюда прилетит.
Ты мне не нужен, оставайся здесь. Спасибо. Спасибо. Ведат. Да. Подойди сюда. Сынок, это не господин Курт? Клянусь, он. Человек оказался другом папы, Ведат. Значит, из-за этого он защищал. И дело с тюрьмой тоже он решил точно. Почему он нам этого не сказал? Что вы хотите от пилота? Ведат. И человек с ним ударил меня, чуть не убил. Чего они хотят? Откуда мне знать, Ведат, черт побери. Эти люди глубоко копают, Ведат. Если они что-то делают, значит, они в этом уверены. Ну ладно. Я выхожу, Ведат. Куда? На склад. То есть в район. Сегодня вечером есть пересылка. Реши сам, сынок, у меня дела. Какие это дела? Пойми сам, сынок. Не утомляй меня, Ведат. Пилот, ты с этими сердечными делами совсем себя запустил, друг мой. Разве у нас есть еще какое-то богатство, кроме сердца, Ведат? Хорошо. Эта девушка спокойная, мягкая, но... Ведат, хватит. Давай, удачи. Удачи. Господин, звонил Экрам. Пилот вас вспомнил. Как вспомнил? Откуда? Он нашел фотографию, где вы разговариваете с Эрнико. Боже. Но сейчас не время. Соединение пилота с семьей теперь стало еще более опасным. Они не должны воссоединиться. Никогда. Хюдаварди? Хюдаварди, куда ты? Погоди же. Хюдаварди, Ты меня поймала. что происходит? Ты уже неделю играешь со мной в догонялки. Почему убегаешь от меня? Потому что того, кто убегает, догоняют. То есть это твоя тактика такая? Да, тактика такая. Зачем ты меня догоняла? Хотела спросить кое-что. Что? Я передумала. Не буду спрашивать. Ты продолжай бежать. Только после этого сам будешь бегать. Что случилось? Ты же убегал от меня. Того, кто убегает, догоняют. Сначала ты, теперь я буду догонять тебя.
Севда, Да. Sana bir şey я soracağım. спрошу у тебя кое-что. Sen benim За что ты меня полюбила? Не поняла. yani Ну, то есть, ben kendi за что? Я kafamda холодный, soğuk biriyim. замкнутый. Hatta dışarıdan И даже baktığımda когда смотришь со стороны, itici gibi. будто отталкивающий. Я увидела твое сердце. Ту доброту, благосклонность, любовь, что внутри тебя. O zaman В таком случае, что мне сказать? Будь благословлен тот, кто показал. Все идет так, как мы и планировали, Сарп. После свадьбы Али будет очень плохо. И когда он будет задыхаться в этой безвыходности, мы протянем ему руку помощи. На наше предложение о смерти он с удовольствием ответит. Хорошо, тогда я готовлюсь к любому раскладу. Посмотри, что только не произошло за неделю, Кексал. Случилось то, что должно было, Хирия. То, что Севда выходит за Уйгара, это самое главное. Она приняла верное решение для себя и для нас. Это так, слава богу. Посмотри, как получилось. Отлично вышло. Хорошо. Что такое, Крэм? Скажи Видату, пусть он займется, сынок. Я получил сведения от родственников с участка. Они начали прослушивать этого Мёрта. Они сегодня нападут на госпожу Дуйгу, а тебя хотят заманить в ловушку. Будь осторожен. Что ты говоришь, блин? Отключайся, Крэм, отключайся! Молодец. Ты завоюешь доверие пилота. И однажды это доверие нам очень поможет. Их поставим сюда, после свадьбы уберем, хорошо, дорогая? Давай. Их все поставь на стол, другие тоже. Пусть будут на всякий случай. Синан? Мама? Где моя сестра? Откуда мне знать, где она? В комнате, наверное. Лицо поникшее, непонятно, на свадьбе она или на похоронах. Спрашивай, она ничего не говорит. Ты тоже спроси, может, тебе скажет. Боже мой, что такое с ней? Пойду посмотрю. Давай. Добро пожаловать. Шикарная прическа. Где ты пропала, Тухче? Пришла. Это свадебное платье, да-да, принесла. Не спрашивай, что только не произошло, пока я шла. Села в такси, едем сюда. Смотрю, нет телефона. Взяла телефон госпожи Ельды. Ты иди к Севде. Хорошо, где Севда? В комнате, хорошо. Ах ты, сукин сын. Ах ты, сволочь. Я род этого Текаджи. Заставлю вас жить в своих гробах. В гробах заставлю жить.
Мерзавец. Пилот! Пилот! Пилот? Дуйгу? А я как раз к тебе собирался идти. Но совсем так не кажется. Да нет. Я пришел к тебе, но забыл кое-что в машине. Я собирался прийти сразу же, взяв. Нет необходимости, я позову маму, пусть аптека не пустует. Мне нужно поговорить с тобой кое о чем. Да нет, может, попозже поговорим. Не поняла? То есть я говорю, мне кажется, нам стоит прямо сейчас поговорить. Не правда ли? К чему переносить? Подожди, я сейчас же вернусь. Я род этого Такаджи. Главное, чтобы не навлекли беду на мою голову. Мама, у меня появилось срочное дело. Можешь сейчас же прийти в аптеку? Хорошо, давай, приходи. Я сказала маме, она придет через 5 минут. Давай, пойдем. Твоей машины нет? У папы? Ну, давай. Что ты полюбил во мне? Я полюбил твое лицо, что расцветает, когда ты улыбаешься. Твои взгляды, что восходят в моей тьме, словно лучи солнца. Ты пришла в мое одиночество, словно весна, Севда. В совершенно неожиданный момент ты ударила меня в неожиданное место. Но как же хорошо я сделала, не так ли? Я хочу, чтобы ты дал мне одно обещание. Ты не будешь ценить ничего сильнее, чем меня, хорошо? А теперь я не понял. То есть, ты не позволишь ничему встать между нами? Никаким врагам. Ни одной битве, оставшейся из твоей прошлой жизни. Ты не позволишь этому испортить наше счастье, хорошо? Хорошо. Я обещаю. Отныне и мое прошлое ты, и будущее тоже ты. Ты научила меня снова дышать, Севда. Если однажды я окажусь вдали от тебя, я задохнусь. Погибну. Подобного не случится. Это сердце всегда рядом с тобой. Оно будет биться для тебя. Боже, помоги. Как я могу выйти замуж за другого мужчину, когда так сильно люблю Али? Войди. Сестра, Дорогой. почему ты плачешь? Нет, дорогой, какие слезы? Я попробовала много всего для глаз, тени и прочее. Кажется, это немного сказалось на глазах. Сестра, ведь братья и сестры не должны друг другу лгать. Сестра, что с тобой? Слушай, я слышал. Ты плакала, говорила: Али, прости меня.
Скажи мне, что случилось, умоляю. Смотри, если не хочешь выходить замуж, я до последнего за твоей спиной. Ты только скажи мне. Нет, дорогой, я в порядке, я очень даже в порядке, правда? Я подготовлюсь, хорошо? До сегодняшнего дня я ждала твоего выздоровления. Раз ты поправился, можем обо всем поговорить. Поговорим, конечно же, поговорим. Слушаю. Но здесь нельзя. Давай сделаем это. Пойдем на набережную. Как раз выпьем лимонад. Можно. Как ты пожелаешь. Это... Что это за звук? Это я... Я сейчас гляну, что там. Я сейчас же посмотрю. Сейчас вернусь. Отпусти. Звук исходил из этого. Из крепления амортизатора. То есть, в последнее время постоянно так, нужно отнести на осмотр. Aşık oldum ben sana. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Seversin diye, seversin diye. İstemem senden başka birini. Tamamlıyoruz birbirimizi. İstemem senden başka birini. Tamamlıyoruz birbirimizi. Kusurumuz sevilmek, sevmek olursa kusursuz olmaz insan hayatta. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Seversin diye, seversin diye.
Брат, мы можем поехать немного быстрее? Мой ягненок, ты все еще не надела свадебное платье. Я не надену свадебное платье. Что значит не надену? Ты понимаешь, что это свадьба, и внизу ждут гости. Я и так один раз надела это свадебное платье, Тухче. Севда. Я знаю, ты не хочешь выходить замуж за Уйгара, но ты не говоришь причину этого брака. Причины нет. Так нужно было. Почему? Почему, Севда, почему ты не с любимым человеком, а с Уйгаром? Смотри, если не скажешь, не сможем найти решение. Скажи мне. Уже слишком поздно, чтобы говорить об этом. Я выйду замуж за Уйгара. Тебе нужно знать лишь это. Не делай, Севда. Я твоя самая близкая подруга. Расскажи мне. Уйгар тебе угрожает? Я вынуждена это сделать, Тухче. Позови Уйгара. Я поговорю с ним насчет свадебного платья. Хорошо. Брат, где ты? Поговорим? Правда, когда мы сидим, просто молча. Разве мы не разговариваем? Смотри, пилот. Мы с тобой уже заводили подобный разговор, но я не смогла тебе нормально объясниться. Дойгу, я сейчас... Не перебивай меня. Какими делами ты занимаешься? Я... Ты же знаешь, у меня склад с лекарствами прямо напротив твоей аптеки. Не смей мне врать. Причастие к убийству. Перестрелка. Я поняла тебя. Твоя работа и твое прошлое нечисто. Хорошо. Я могу нехотя втянуться в какие-то дела. Но... Смотри, Дойгу. Жизнь не дала нам права выбора. Поняла. Я не хочу копаться в твоем прошлом и оставляю его в стороне. Но на будущее я хочу, чтобы ты дал мне слово. Приказывай. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. И это вот что. Если хочешь, чтобы я дала тебе шанс, то я не хочу, чтобы ты имел дело с пистолетами. Я хочу, чтобы каждое твое дело было легальным. Дойгу, ну ты сейчас мне... Я сказала все, что хотела. Сделай свой выбор. Если на одной чаше весов есть ты, то уже не имеет значения то, что находится на другой чаше весов.
Как ты пожелаешь. Спасибо. В таком случае договорились. Договорились. После этого ты для меня другой человек. И для себя стань новым человеком. Будь уверен, жизнь откроет тебе новые пути. С тобой я готов идти по любому пути, моя Дуйгу. İstemem senden başka birini. Tamamlıyoruz birbirimizi. İstemem senden başka birini. Tamamlıyoruz birbirimizi. Kusurumuz sevilmek, sevmek olursa kusursuz olmaz insan hayatta. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Seversin diye, seversin diye. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Seversin diye. Я не надену свадебное платье. Севда, мы же сказали, что сделаем все по правилам. Если ты не наденешь свадебное платье, как я это объясню людям? А это твоя проблема. Меня не касается. Найдешь, что сказать. Я сказала, что не надену свадебное платье. Хорошо. Пусть будет так, как ты захочешь. Слава богу, Хария. Теперь мы делаем свадьбу, достойную нашей дочери. Слава богу, Кюксал, слава богу, но... Если бы дядя Уйгара, господин Самим, не умер, то Уйгар сделал бы свадьбу во дворце. И снова у моей дочери нет удачи. У нее ничего не идет так, как надо. Из-за этого у нее нет настроения. Откуда я знаю? Она ничего нормально не рассказывает. Дай бог, она будет счастлива. Хария, я хочу, чтобы моя дочь после этого была счастливой. Все начала с нуля, чтобы все забыла. Дай бог, Кюксал. Я тоже так хочу, дай бог. Sinan nerede? Не знаю. Готовится, наверное. «23, 55. Зачем ты звонишь учителю Али? Спасибо, брат. Слушай, брат Али, это я, Синан. Sinan. Синан? Hayırdır? Что случилось? Брат, нам срочно нужно встретиться. Где ты? Мама? Господин пилот, он вернулся с поездки. Добро пожаловать, как вы? Спасибо, хорошо, как вы? Тоже хорошо. А у вас часто происходят такие поездки? Может, потом вы заведете семью, чтобы потом проблем не было? Нет, у нас не бывает проблем. Сейчас я холостой, одна голова. Куда хочу, туда и еду, но потом, когда заведу семью... У тебя разве дел не было? Были.
Были, конечно, были. Хорошо. Давай иди. Пока. Хорошо, тогда я пойду. Потом, может, поужинаем? Поужинайте. Конечно, почему бы не поужинать? Все равно дома еды нет, вообще нет. Немного было, и то папа съел. Недавно позвонил, сказал, поужинайте. Мама. Хорошо. В таком случае я позвоню тебе. И приеду за тобой. Доброго дня, госпожа. Доброго дня. Немного осталось. Потерпи, потерпи. Я отделю твою голову от тела. Мама, почему ты вместо меня отвечаешь? Сколько раз я тебе говорила, не вмешивайся в мою жизнь. Что я сейчас сказала Дуйгу? Ты просто хочешь придраться ко мне, больше ничего. Alın şu içeri getirin. Ulan. Я с самого утра тебя вожу. Seyahatimin de Ты испоганил мою поездку, романтику. içine. Я с самого утра сижу в ангаре. Почему ты едешь к Дуйгу, а не ко мне? Кто вас учит этому? У вас силы только на женщину хватает? Пилот? Где ты нашел этого урода? Где еще может быть? Снова преследовал свои трусливые цели, шакал. Пилот, если ты меня не убьешь, я помогу тебе. Все мои связи будут к твоим услугам. Ты быстро вырастешь, быстро будешь продвигаться. Знаешь, что самое жалкое, Ведат? Что помощь предлагает тот, кто сам в ней нуждается. Трус! Дуйгу! Дуйгу! После этого часа тебе уже никто не поможет. Может, сначала поговорили бы, брат? Хорошо. Поговори. А я сейчас приду, Ведат. А этот другой маньяк, шакал. Уберите его. По-моему, моя сестра все еще любит тебя, брат. Она сама это сказала? Нет. Она не разговаривает, не может сказать. Она что-то скрывает, не рассказывает. Брат, я слышал, она говорила: «Прости меня, Али». Она очень сожалеет о том, что рассталась с тобой, брат. Она не по своей воле рассталась с тобой. Это очень заметно. Иначе зачем ей в день свадьбы смотреть на твою фотографию и плакать, брат?
Дай посмотрю. Ну все получилось. Ты очень красивая. Ты не надела свадебное платье, но выглядишь как фея. Но феи не бывают с хмурыми лицами, не так ли? Нам нужно немного улыбнуться. Проходите. Девочки, мы приближаемся к последним минутам. Вы готовы? Мы вам скажем, когда будем готовы, господин Уйгар. Хорошо. Ты будешь улыбаться? Или мне тебя пощекотать? Забей, Тухче. Да, попрошу свидетелей подойти. Госпожа Тукче и господин Сар, прошу. Добро пожаловать. Да, вы нам ранее сообщили, что желаете заключить брак. В результате проведенного анализа мы увидели, что препятствий перед вашим браком нет. Теперь еще раз, перед свидетелями и гостями, если вы повторно объявите о своем желании, я начну церемонию бракосочетания. Вы, госпожа Севдая Гельмес, без давления с чьей-либо стороны, по собственному желанию, Уйгара Сарыкаю до конца своих дней.
Госпожа Севда, я спросил у вас. Севда. Да. Слава Господу. Благодарю. Вы, господин Уйгар Сарыкая, без давления с чьей-либо стороны, по собственному желанию, берете ли в жены госпожу Севду Эгельмес до конца своих дней? Да. Благодарю. Господа, станете ли вы свидетелями этого счастливого момента? Госпожа Тукча? Да. Господин Сарп? Подписи, пожалуйста. Али? Кёксал, что он здесь делает? Откуда мне знать, Хрия? Кёксал, что происходит? Севда, ты идешь со мной. Али, не делай, прошу. Севда никуда не идет. Что происходит? Севда, ты идешь со мной. Севда никуда не идет. Уйгар, если эта свадьба была проведена под давлением на Севду с твоей стороны, я вернусь и на этот раз отниму твою жизнь. Давай, Севда. Севда! Вызовите полицию. Вызовите полицию, Сарп. Вставай. Али, что ты творишь? Куда ты ведешь меня вот так? До тех пор, пока ты не расскажешь мне все, это путешествие будет продолжаться, Севда. Нет ничего, что нужно было бы рассказать. Смотри, я знаю, что ты что-то скрываешь, но это сегодня завершится. Ты расскажешь мне все. Почему не хочешь понимать? Я поняла, что мы не подходим друг другу. Вхождение в твой мир было большой ошибкой. Наша встреча была большой неудачей. Почему ты не можешь принять? Ты выйдешь за меня, Севда? Да. 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 Что-то есть, но она не может рассказать. Она что-то знает, но не может рассказать. Но я слышал, брат. Она говорила: Али, прости меня. Очень заметно, что она рассталась нехотя. Иначе зачем ей плакать в день свадьбы, смотря на твое фото, брат?
Очень жаль, если честно, учителя Али. На самом деле, эта девушка казалась очень хорошей. Как она это сделала? Я не понял. Я тоже не поняла. У нее есть какая-то проблема. Я спросила, но она не сказала. У всех есть проблемы. Только зачем растаптывать мужчину из-за того, что есть проблемы? Что это такое, бросать человека? Так еще и выходишь замуж за Уйгара. Просто немыслимо. По-моему, учитель Али совсем этого не заслужил. По-моему, тоже не заслужил. Ладно, мы займемся своими делами, не так ли? И что же это за наше дело? То есть, я говорю, что будет с нами. Что же с нами не так? Например, каждую ночь, когда я ухожу домой, какой-то холод, каменные стены. Но если бы в доме был кто-то, не так ли? Ну, если хочешь, можешь стать хозяином для какого-нибудь животного. Нет, нет. Это не такая вещь. Вот когда ты укладываешь голову на подушку, будто начинаешь тонуть в океане. Господин пилот, я совсем не люблю тех, кто внезапно на зеленом свете нажимает на газ и проезжает. Конечно, конечно. Я тоже совсем не люблю. И даже ненавижу. Что это такое, дорогая? Будто у тебя очень важное дело, не так ли? Где же застряла эта еда? Можете подойти? Машина на следующей улице свернула налево, и человек находится в машине. Хорошо, понятно. Ты же говорил, что этот человек отказался от Севды Уйгар. Что такое? Я не знаю. Не знаю. Но он зря старается. Никто не может забрать у меня Севду. И вообще, он очень дорого заплатит за это. Али, смотри, не делай, прошу. Мы расстались, делай так, ты ставишь нас в тупик, пожалуйста. Почему не хочешь понять? Севда, посмотри мне в глаза. И скажи, что не любишь меня. Али, не делай, прошу. Скажи, что не любишь меня. И я отпущу тебя. Севда, не уводи глаза от меня. Давай, скажи. «45, 42, центр. Машина была замечена при выходе на дорогу к побережью». Хорошо, мы почти добрались. Давай, Сарп, давай. Не упусти полицейских из виду, давай. Скажи, давай. Ответь же. В таком случае учитель Али узнает, что Кёксал убил его сына. Что он сделает, если узнает?
убьет Кёксала, и следом твой отец в могилу, а Али отправится в тюрьму. Скажи же, Севда, говори! Стоять, не двигаться! Правда, что этот человек насильно похитил вас? Госпожа, я вас спрашиваю, этот человек насильно похитил вас?